По скайп е Ахмед Закаев, министър-председател в изгнание на Чеченската република Ичкерия, и му казвам добре дошли. Добро пожаловать, господин Закаев, в эфире телевизии Европы. Доброе утро, Георгий. Доброе утро. Господин Закаев, вы очень интересные вещи говорите. Вы говорите о том, что как только не станет Путина в Кремле, вопрос трансформации сегодняшней России в какое-то другое государственное образование неизбежен. Почему вы так думаете? За что мыслите така? Георгий, я исхожу из нашего из опыта и из истории. Вы помните распад Советского Союза? Помню. СССР распался по этим 15-16 республикам, которые входили в состав Советского Союза. Конечно, когда началась первая военная кампания, российско-чеченская кампания, 93 год, или когда мы восстановили свою государственность в 91 году, с этого времени Россия убеждала весь мир, что если Чечня станет свободной, то Россия распадется. Напусне ли Чечня состава на Руската федерация, самата федерация ще се разпадне? И, конечно же, для международного сообщества вот эта перспектива их на самом деле устрашила. И страшила тем, что эта держава, на территории, на которой сосредоточены ядерное, бактериологическое, химическое оружие, может распасться на 80 с лишним субъектов. И это представляло большую проблему для всего международного сообщества. Не только проблему, но и угрозу в плане безопасности. Потому что контролировать эту территорию или договариваться с 8-9 субъектами было намного сложнее, чем с одной государственной субъектностью. Да. Это ли является объяснением того, что мировое сообщество подкрепило Россию? Совершенно верно, Георгий. Именно по этой причине международное сообщество и поддержало Россию в войне против Чечни и против чеченского государства. Именно вот эта причина, вот это являлось главной причиной, что международное сообщество поддержало создание нового государства, как под названием Федеративная Россия, Российская Федерация, куда вошли многие областя и национальные республики, добровольно подписав договор, федеративный договор. И это международное сообщество, международным сообществом это приветствовалось и поддерживалось абсолютно. Това е причината, поради която международната общност подкрепи договора за създаване на Руската федерация. И с 99 года, с приходом к власти Путина, мы опять-таки стали свидетелями того, что Путин начал свое президентство и свою политическую деятельность именно с того, что он денонсировал федеративный договор, и практически на сегодняшний день Россия не является федеративным государством. По содержанию, по названию это Российская Федерация, а по содержанию это на самом деле унитарное государство. И, конечно, оно своей агрессивностью отличается не меньше, не менее, оно стало проблемной для всего международного сообщества, как в свое время и СССР. Да? СССР в свое время вели захватнические агрессивные войны и агрессивную политику. И сегодня Россия практически более в такой извращенной форме дублирует СССР. И для международного сообщества стало абсолютно понятным, что существование этой империи, оно представляет угрозу для всего международного сообщества. Сейчас Россия ведет войну против Украины. А как закончится эта война? Сега Русия води война срещу Украина. Как ще завърши тази война? Георгий, я просто, с вашего позволения, закончу свою мысль. Сегодня, перед чем перейти к украинской войне, сегодня Россия, в отличие от 92-го, 3-го, 4-го года, она сегодня разделена Путиным на 9 регионов.
То есть для мира и этот 9 регионов, они, в принципе, имеют свою уже административные границы, имеют свою администрацию. И как и в случае с СССР, сегодня Россия, Российская империя уже подготовлена для распада на 9 частей. Вот почему я считаю, что после ухода Путина Россия развалится по этим 9 субъектам, которые Путин уже разделил Россию. И в этом заинтересованы будут в первую очередь не только международное сообщество, но и сами российские регионы, которые Путин сегодня в принципе уничтожает, сосредоточив власть в руках Москвы и центра. Он, размыв и уничтожив федерализм, практически вынес приговор сегодняшнему существующему государственному образованию под названием Российская Федерация. И я уверен, что у России в перспективе нет будущего сохраниться как империя. Путин предопределяет распад федеральной государственности России. Каким образом можем представить какое-то другое государственное образование? 9 отдельных государственных образований или какое-то другое конфедеративное или какие-то другие части сегодняшней Российской Федерации пойдут к другим странам, скажем? Вы знаете, да, что в самой российской оппозиции давно уже вынашивают идею провести учредительный съезд. И на этом съезде определить будущее российского государства. И я уверен в том, что на самом деле в самой России есть люди, которые уже думают над тем, какое это будет территориальное образование. Конечно, я не доказываю и не говорю, что Россия исчезнет с карты мира как субъект международного права, но оно трансформируется в какое-то другое государственное образование. Может быть, это будет какая-то конфедерация, ассоциация вот этих всех 9 регионов, по которым определяться как субъекты международного права. И в этом смысле вот идеи сегодняшней российской оппозиции, что Россия станет парламентской республикой, что есть разные формы и разные видения, я думаю, что это вопрос уже ближайшего будущего, когда российская оппозиция более конкретно будет или сформулирует свою позицию о будущем России и российском государстве. Сегодня, однако, Россия находится под санкциями Европейского Союза и Соединенных Штатов из-за ее войны против Украины. Нужно ли, по-вашему, продолжать эти санкции? Могут ли они довести до какого-то результата? Безусловно, санкции должны быть продолжены, они могут только усиливаться, но ни в коем случае их нельзя смягчать до окончательного разрешения российско-украинского конфликта. Безусловно, эти санкции играют положительную роль, чтобы умерить аппетиты Путина и путинского окружения, которые посягнули на святая святых. Они начали передел границ в европейском континенте, что недопустимо и что неприемлемо для международного сообщества. И поэтому я думаю, что вот именно начав войну в Украине, начав захват чужих территорий, Путин и подписал смертный приговор не только своему режиму, но и сегодняшней Российской империи. Именно в таком качестве мир его сегодня рассматривает, а как мы знаем, что на сегодняшний день будущего ни у какой империи нет. И Россия в этом случае не исключение. Она должна распаться или трансформироваться в какое-то другое государственное образование. И причиной этому будет являться именно те санкции и война в Украине, которую развязал Путин. Последний вопрос, господин Закаев. Как вы думаете, каковы аппетиты Российской Федерации сегодняшней прямо Балкану, прямо Балканского региона? Какви са апетитите на
Руската Федерация към Балканския регион? Я вас уверяю, Георгий, если бы не реакция международного сообщества по отношению к событиям в Украине, Путин и путинский режим, и путинские пропагандисты именно планировали восстановление СССР в какой-то другой форме. И безусловно, не только Балканы, но речь шла о всей Восточной Европе, которая в свое время входила в Варшавский договор. И поэтому именно жесткая реакция международного сообщества на события в Украине предотвратили более агрессивные и более масштабные агрессивные действия со стороны Путина. Спасибо вам, господин Закаев, за этот разговор. И будем в контакте, потому что очень важно сегодня европеизировать регион Балканах и помочь восточноевропейцам противостоять российской агрессии. Совершенно верно. Спасибо, Георгий. Будем на связи. На конте. Всего доброго. Удачи вам. Удачи и успехов. Спасибо.